прямо сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию пленарного заседания съезда Совета муниципальных образований Республики. Кораттарын, нехилектерин, бахлыктарына депутаттары, күнді доғыттыр, бұқа барғытын муниципальный терлилер, ақсы съездары хағалын бұтынан ететігестендекі арделебін көңілді. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые главы муниципальных образований республики, депутаты представительных органов муниципальных образований, позвольте приветствовать вас всех и пожелать успешной работы во благо нашей Якутии. Правительству республики было поручено принять самое активное участие во всех мероприятиях съезда, максимально открыто обсудить самые актуальные вопросы, конструктивно воспринять все ваши предложения, в том числе критические. Уверен, что вместе нам удалось проработать важнейшие проблемы, укрепить единое понимание целей и задачи развития нашей республики. В их решении муниципальные власти занимают ключевое место, я в этом глубоко убежден. Вы находитесь на самом сложном рубеже управления, как самое близкое к жителям ветви власти. На вас возложены задачи, которые требуют каждодневного, ежечасного, даже ежеминутного труда, внимания и заботы. Главы в ответе за все, что происходит на местах, на то вы и избраны народом. Мне довелось 6 лет руководить самым крупнейшим муниципалитетом республики, городом Якутском. И я прекрасно знаю и понимаю все ваши чаяния и проблемы, и буду вас всегда поддерживать в ваших правильных начинаниях. Уважаемые коллеги, самым серьезным образом изменить отношение к своей работе, взять высокую планку ответственности за благополучие, безопасность и счастье каждого жителя республики, такая задача стоит перед всеми нами, перед правительством, государственным собранием, органами местного самоуправления. Управлять по инерции, без инициативы, ориентироваться только на бюджетные средства, без опоры на ресурсы общества и бизнеса – это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Продолжать так работать – это значит топтаться на месте, накапливая проблемы, не создавая задела для развития и для улучшения условий жизни наших граждан. Лакмусом на многие вещи, в том числе на качество управления, стала реакция общества на недавние события в городе Якутске. Возмущение людей было не только ответом на конкретное преступление против личности, совершенное мигрантами, и тем более не какие-то эфемерные межнациональные противоречия, о которых любят сейчас рассуждать некоторые средства массовой информации. Мы должны понимать, что во многом такова реакция наших жителей на трудности, с которыми, к сожалению, сталкиваются многие якутяне. Это безработица, это низкие доходы, препоны для предпринимательства и это коррупция. Об этом говорят тысячи обращений, комментариев, которые я получаю от жителей республики, и мы, как власти, не вправе закрывать на это глаза. Мы обязаны брать на себя личную персональную ответственность, обязаны шаг за шагом решать имеющиеся проблемы. Для этого у нас есть все полномочия и возможности. Главное, есть доверие якутян и наша ответственность перед ними. Действия властей, государственных и муниципальных, сегодня должны быть направлены на повышение реальных доходов людей, на преодоление бедности. Прежде всего, это обеспечение занятости и трудоустройства якутян. В целом, на рынке труда в республике сохраняется стабильная ситуация, но проблемы есть, и они очень острые. По итогам 2018 года до 30% молодых людей возрастом до 30 лет и почти каждый 10-й сельский житель официально являются безработными. На местах вы видите реальную картину, сколько жителей не имеют работы, а значит и не имеют стабильных доходов. Сегодня я даю поручение Госкомитету по занятости населения выстроить прямое взаимодействие с органами местного самоуправления, со всеми муниципалитетами. Каждый человек, у которого нет постоянной работы, должен быть взят под крыло системы поддержки занятости. И самое главное, каждый якутянин должен получить приоритет, первоочередность в трудоустройстве во всех, без исключения, сферах экономики республики. Я ставлю задачу перед Министерством образования и науки, в том числе во взаимодействии с Министерством промышленности, Министерством инноваций, ускорить создание системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки взрослого населения. Министерству предпринимательства, торговли и туризма все свои действия надо проводить через призму самозанятости людей. Главным индикатором и критерием оценки работы здесь должен стать рост реальных доходов граждан. Это же относится и к оценке работы муниципальных органов.
Многие рыночные ниши на сегодня в районах не заняты или остаются неконкурентными. От декларативных мер здесь надо переходить к реальной поддержке открытия и расширения собственного дела жителями муниципальных образований, снимая все административные барьеры и бюрократическую волокиту. Нужно более активно передавать муниципальное имущество, движимое, недвижимое, земельные участки в аренду предпринимателям. Это касается и земель сельхозназначения, коллеги. На сегодня в республике в хозяйственный оборот вовлечена лишь половина пашен и сенокосных угодий. Считаю необходимым развернуть масштабную кампанию по передаче сельхозугодий, находящихся в муниципальной собственности, или в долгосрочную аренду сельхозпредприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам. Необходимо также организовать работу по изъятию в судебном порядке неиспользуемых земель у неэффективных собственников. Надо наращивать объемы закупок местной сельхозпродукции для нужд муниципальных учреждений, тем самым не на словах, а на деле поддержать наших товаропроизводителей. С прошлого года значительную поддержку у нас получили предприниматели арктических и сельских территорий по самому востребованному налоговому режиму по упрощенной системе налогообложения. Территориально дифференцированный подход повышает адресность поддержки. Анализ ситуации показывает, что наиболее остро нуждающимися здесь, конечно же, являются жителями наших арктических районов. Здесь мы, к сожалению, могу только констатировать, что очень много говорим о поддержке Арктики и, к сожалению, очень мало делаем. И здесь необходимо от слов переходить к делу. Я поручаю председателю правительства Владимиру Викторовичу Солодову в ближайшие дни подготовить проект закона об обнулении транспортного налога для физических лиц арктических районов, а также прошу муниципальные районы полностью освободить от... А также прошу муниципальные районы в арктических районах полностью освободить от уплаты налогов на имущество физических лиц и земельного налога для физических лиц жителей арктических районов. При этом выпадающие доходы муниципальным образованием, Владимир Викторович, необходимо компенсировать за счет государственного бюджета республики. Коллеги, мы должны также полностью искоренить нелегальное предпринимательство как рассадник криминала, как большое зло, которое на корню душит честный бизнес. Это та же прямая обязанность органов местного самоуправления. В ваших руках, коллеги, не только административный ресурс, но и огромный потенциал общественного контроля, помощи самих легальных предпринимателей. Нетерпимость к незаконному бизнесу должна стать нормой в нашей республике. Безусловно, это касается не только мигрантов. Да, контроль в миграционной сфере, конечно же, будет ужесточен, в том числе в соответствии с решениями федерального правительства. Действия будут должны быть направлены на защиту интересов жителей республики, но исключительно против нелегальной миграции, против нарушителей российского законодательства. При этом надо честно признать, коллеги, что незаконный бизнес – это не столько и далеко не только нелегальные мигранты. К сожалению, более трети предпринимателей в республике работают у нас, оставаясь в тени, без регистрации или лицензии, не платя в полном объеме налоги. Подтверждение тому – бутлегерство. Антиалкогольная политика нашей республики, конечно же, не имеет аналогов в стране. На сегодня законодательно полностью отказались от продажи спиртного уже 186 населенных пунктов. Это, конечно, в полной мере оправдано угрозой алкоголизации населения, но, к сожалению, Якутия продолжает входить в число печального лидерства среди регионов России по преступлениям, совершенным в алкогольном опьянении. Почти в половине районов идет рост пьяной преступности. Не секрет, что во многих трезвых, так называемых наших селах не проблема купить бутылку в любое время дня и ночи по известным всем точкам, а в городах у нас растет число псевдоресторанов, псевдокафе и рюмочных. Но раз мы приняли законодательные решения, они должны исполняться, а не быть прикрытием и способом обогащения отдельных незаконных дельцов от нелегального бизнеса. Пресекать это надо общими усилиями местных властей, правоохранительных органов, самым широким участием общественности. Все это незаконная миграция, нелегальный бизнес, включая бутлегерство, попустительство властей или еще что хуже, это проявление коррупции. Этот печальный факт мы отрицать не можем. На сегодня в Федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия включено из республики 28 человек, и 20 из них представители муниципальной власти. Мириться с этой ситуацией нельзя. Со всей строгостью закона, невзирая на лица, должности и прежние заслуги, мы будем пресекать эти позорные явления. Будем без сожаления избавляться от людей во власти, которые смеют использовать свои данные им полномочия для своей корысти.
И здесь главы муниципальных образований должны взять на себя персональную ответственность за недопущение коррупции в любых ее проявлениях, тесно работая в том числе в связке с правоохранительными органами. Уважаемые коллеги, друзья, от вашей ответственности напрямую зависит также и эффективное использование ресурсов, которые республика сейчас начинает получать в рамках реализации национальных проектов. Грош цена будет тем руководителям, которые поставят задачу только механически освоить эти огромные средства и формально отчитаться. Национальные проекты, инициированные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, должны стать основой для качественного улучшения жизни людей. Например, начался сейчас новый этап масштабной программы расселения аварийного жилого фонда. Нам с вами предстоит расселить 1 140 000 квадратных метров аварийного жилья, переселить 51 000 человек. Это в 2,5 раза больше, чем на первом этапе, а значит намного больше и ответственность. Самые большие объемы по расселению у нас в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском районах и в городе Якутске. Мы не вправе повторять прошлые ошибки. Ситуация с Серебряным Бором Нерюнгринского района должна всем нам стать уроком. Сейчас, в ближайшие месяцы, первоочередная задача – это проведение подготовительных работ, чтобы максимально использовать строительный сезон, не допустить удорожания строительства. Должны быть своевременно сформированы земельные участки, обеспечена синхронизация инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций с планами развития территорий. Расселение аварийного жилья не сводится только к строительству новых домов. Здесь мы должны сказать, что в республике сегодня нет ни одного города, населенного пункта, который бы отвечал критериям федеральных органов, которые они разработали по благоустройству и комфорту. Синхронизируя ресурсы национальных проектов в области жилищного и дорожного строительства, создания общественных пространств, надо добиваться кардинального улучшения качества общественной среды в наших населенных пунктах. Ваша задача, уважаемые коллеги, здесь объединить усилия на местах, организовать широкую разъяснительную работу среди жителей, вовлечь все наши сообщества и бизнес в решение этой задачи. В сельских поселениях вопросы благоустройства и безопасности жизненной среды, формирования новой культуры общественных пространств должны решаться комплексно, с опорой на ресурсы, которые направляются в рамках программы развития села республики и в рамках нацпроектов. Надо ставить задачи так, чтобы в каждом поселении люди видели позитивные перемены и преимущества сельской жизни. Всем муниципалитетам надо пересмотреть и привести в соответствие градостроительные и стратегические документы своего развития. Для этого, безусловно, необходимы передовые знания и опыт. Это обязательное условие успешной работы на том уровне, который сегодня требуется. Широко привлекайте к разработке документации, к поиску инвестиций наши республиканские институты развития, наш республиканский центр компетенций при Фонде будущих поколений. Перед ними поставлена задача сопровождать, помогать и поддерживать муниципальные проекты. Это касается также обеспечения экологической безопасности наших территорий, включая создание инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2024 года в республике планируется построить 3 мусороперерабатывающих комплекса в Якутске, Мирном и Нерюнгри, 20 объектов сортировки и 35 объектов размещения твердых коммунальных отходов в районах. Местным властям здесь необходимо определить и оформить земельные участки под эти объекты, усилить взаимодействие по природоохранным, экологическим мероприятиям с хозяйствующими субъектами, жителями муниципальных образований. И организации, и граждане должны знать планы, четко видеть обоснованность тарифов и понимать, на что направляются средства, которые мы все вместе платим. Надо отметить, что в республике, в отличие от многих других регионов, региональные операторы созданы с участием местных компаний, которые имеют опыт работы в наших экстремальных северных условиях. Это то преимущество, которое надо использовать для эффективного решения всех вопросов мусорной реформы. Муниципальным органам необходимо выстроить четкую совместную работу с региональными операторами, координировать с ними свои инвестиционные проекты. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит огромная работа по приведению в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети города Якутска. Только в этом году в Якутске должно быть отремонтировано более 25 километров дорог. В этой связи руководству муниципалитетов и, конечно же, в первую очередь руководству нашей столицы города Якутска надо обеспечить своевременную разработку, согласование проектов ремонта дорог, жесткий контроль сроков проведения конкурсных процедур, полного и качественного освоения выделенных средств.
В рамках национального проекта образования стоит задача строительства современных школ, создания не менее 5000 новых дошкольных мест. И здесь Министерство экономики совместно с Министерством образования Республики продолжит работу по строительству объектов образования, в том числе с привлечением частных партнеров. В Республике, вы уже знаете, сейчас уже введено 14 объектов по программе государственно-частного партнерства. Создавать условия для государственно-частного партнерства необходимо и в целях развития инфраструктуры, культуры и спорта, ответственность органов местного самоуправления в своевременном проведении аукционов, конкурсных процедур, в организации контроля качества строительства объектов, в том числе и расширение общественного контроля. До 2024 года нам предстоит работа по замене ветхих, неприспособленных зданий более 70 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в районах республики. Особое внимание здесь уделяется улучшению качества здравоохранения в промышленных районах. Сегодня, коллеги, здесь ситуация абсолютно безрадостная. Состояние инфраструктуры здравоохранения в некоторых наших промышленных районах осталось на уровне 90-х годов. Это ни в коей мере не отвечает малейшим потребностям людей. По моему поручению сейчас Минздравом разрабатывается план мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению Нерюнгринского, Алданского, Ленского и Мельнинского районов. В том числе по итогам рассмотрения вопросов здравоохранения Нерюнгринского района в январе этого года мною даны поручения правительству республики по разработке проектно-сметной документации и изысканию в ближайшие 4 года не менее 17 миллиардов рублей, извиняюсь, не менее 1 700 000 000 рублей на капитальный ремонт и переоснащение объектов Нерюнгринской центральной районной больницы. Кроме того, во всех районах необходимо решать острые проблемы нехватки медицинских кадров. Для этого муниципалитетам надо более тесно взаимодействовать с Северо-Восточным федеральным университетом, медицинскими колледжами по привлечению молодых квалифицированных специалистов, врачей и среднего медперсонала, создавая для них все условия для работы на местах. Коллеги, к сожалению, с 2017 года у нас не финансировались меры поддержки многодетным семьям с 5 и более детьми на улучшение жилищных условий. В то же время именно многодетные семьи сегодня являются наиболее уязвимыми категориями в условиях экономического кризиса. Отсутствие необходимого финансирования программы за эти годы привело к увеличению числа семей, которые состоят в республиканском реестре для получения социальной выплаты на приобретение строительства жилья. На сегодня эта очередь из многодетных семей, где число детей у нас составляет 5 и более детей, уже достигла 1760. В этом году впервые правительство приняло решение направить на эти меры 100 миллионов рублей. Вместе с тем, я считаю, что в рамках проводимой политики по снижению бедности в республике этого все-таки недостаточно. Я поручаю правительству предусмотреть дополнительно в этом году не менее 250 миллионов рублей на эти цели, а также ускорить обеспечение данной выплатой всех вставших на очередь до 1 января 2019 года. Также я считаю несправедливым ранее принятое решение правительства в части требования об исключении из очереди семей в связи с тем, что пока они стояли в очередь, старшему ребенку уже исполнилось 23 года. Я прошу правительство в срок до 1 мая текущего года пересмотреть действующий порядок предоставления социальной выплаты в целях неухудшения положения ныне стоящих в очереди семей. Коллеги, поддержка многодетных семей всегда будет оставаться одним из самых таких приоритетных направлений моей деятельности на посту главы республики. Уважаемые главы и депутаты, президентом России определены показатели оценки эффективности глав субъектов, органов исполнительной власти по выполнению майского указа президента прошлого года. В числе этих 15 показателей уровень бедности в регионе, доступность жилья, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, естественный прирост населения, качество окружающей среды. В правительстве республики сегодня тоже идет активная работа по внедрению системы персональной оценки результативности всех руководителей и государственных служащих. Новая система оценки, на мой взгляд, должна быть создана и в части эффективности глав муниципальных образований республики. Критерии и показатели здесь должны быть такими, чтобы их можно было подсчитать, показать конкретными цифрами. Это нужно для того, чтобы, друзья, оценка не сводилась к красивым отчетам, отчеты рисовать мы все умеем, а реально отражала результаты вашей деятельности во главе муниципальных образований.
При этом я считаю, что показатели надо определять комплексные, отражающие конечный результат, не разделяя на федеральные, республиканские и муниципальные полномочия. Ведь людям на самом деле абсолютно не важно, главное, чтобы эти полномочия исполнялись, чтобы у людей жизнь на местах улучшалась, а не ухудшалась. Прошу поэтому Центр стратегических исследований Республики Саха-Якутия отработать этот вопрос и подготовить мне в течение апреля месяца совместно с Департаментом местного самоуправления администрации главы и правительства конкретные предложения по таким комплексным мерам оценки глав муниципальных образований. Главы насторожились. Также поручаю администрации совместно с Высшей школой инновационного менеджмента с привлечением ведущих экспертов республики и страны организовать постоянную учебу для органов местного самоуправления, для глав и специалистов. Перемены, коллеги, в управлении, в качестве управления сейчас настолько востребованы и идут настолько быстро, что учиться должны все и учиться должны постоянно. И молодежь, и опытные руководители, независимо от того, управляете ли вы самым маленьким селом или самым крупным городом республики. Главное, учеба должна быть организована так, чтобы люди не просто получили очередную корочку, положили ее куда-то на полке и они забыли, и вписывали ее просто в свои анкеты, а чтобы люди получали самые современные, нужные для управления своими муниципальными образованиями компетенции. Уважаемые коллеги, сегодня на 8-м съезде обновляется Совет муниципальных образований республики. Деятельность Совета имеет хорошие традиции и отличную практику. Об этом я говорю ответственно, основываясь и на своем опыте работы с Советом, а также на опыте своей работы в российских и международных организациях межмуниципального сотрудничества. Я уверен, что и дальше наш Совет будет усиливаться в части консолидации местных властей и граждан, поиска лучших решений для развития местного самоуправления в республике. Так не снижается острота проблемы укрепления экономической достаточности муниципальных образований и их реальных возможностей в решении вопросов местного значения. Сегодня у нас из 409 поселений 98,8% – это дотационные поселения. 21 поселение имеет у нас бюджет годовой, не превышающий 500 тысяч рублей. Из них бюджеты 6 поселений составляют менее 300 тысяч рублей. Конечно, это даже не покрывает расходов на содержание администрации, не говоря уже о каком-либо развитии. Под эгидой Совета муниципальных образований надо начать анализ и обсуждение возможных преобразований в рамках создания муниципальных округов. Как вы знаете, Госдумой в первом чтении уже принят соответствующий законопроект. Здоровое укрепление, на мой взгляд, может улучшить финансовое состояние поселений, консолидировать их ресурсы. Но, безусловно, все решения должны приниматься взвешенно в каждом отдельном случае с учетом мнения населения и муниципальных органов власти. Также я одним из важных направлений деятельности Совета считаю активизацию участия органов местного самоуправления в республиканском законотворчестве. К примеру, 5-м созывом Государственного собрания Елтумен было принято 165 законов, инициированных представителями органов местного самоуправления. Вроде бы хорошая, красивая цифра, но однако 156 из них касались запрета продажи алкоголя в муниципальных образованиях. И только лишь 9 законов были приняты по другим темам. Сейчас пойдет самая серьезная работа по законодательному обеспечению вопросов территориального развития, включая арктическую нашу зону, комплекс мер в социальной сфере, в том числе по снижению уровня бедности и семейной политики, по поддержке предпринимательства и развитию новой экономики. Органы местного самоуправления должны через свои инициативы представить интересы жителей муниципальных образований в законодательном обеспечении всех этих жизненно важных вопросов. В целом, я хочу пожелать Совету муниципальных образований занять ведущие позиции в развитии гражданской активности, реальной возможности участия якутян в управлении муниципальными образованиями, вовлечении людей в общественные дела. Жители всей республики, в Южной Якутии, в Арктике, промышленных сельских районах, в центре, самых далеких уголках должны стать участниками масштабных преобразований, разделять общие цели современного обустройства и развития нашей Якутии. Для этого, конечно же, примером должна стать открытость и компетентность власти, честная и достойная работа на общий итог, результативность всех ваших действий. Только тогда все вместе мы сможем добиться реальных успехов.
Впереди у нас замечательный ориентир празднования столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики, который мы все будем отмечать в 2022 году. Благодаря указу президента страны наш праздник получил общероссийский статус. Неделю назад полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев здесь, в Якутске, провел заседание оргкомитета и отметил, что памятная дата даст самый серьезный импульс дальнейшему развитию нашей республики. Во всех районах к юбилею должны быть построены новые жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры, отремонтированы дороги, созданы современные общественные пространства. Но самое главное, на мой взгляд, это событие еще раз подчеркнет статус Якутии как неотъемлемой части нашей великой страны, великой России. Даст возможность всем якутянам лучше узнать историю родной республики и сплотиться в заботе об ее будущем. Я уверен, что вы, главы и депутаты местного самоуправления, выступите настоящими лидерами этого движения. Будете работать на то, чтобы все жители нашей многонациональной республики жили в мире и согласии, спокойно трудились на благо своих семей и всего нашего общества. Еще раз желаю продуктивной работы нашему съезду, успехов вам всем, дорогие друзья, спасибо за внимание. Вы смотрели прямую трансляцию пленарного заседания съезда Совета муниципальных образований республики. Оставайтесь с нами.